Я пришел в спортинг в 2003 году. Тогда под руководством Ивана Макарова, там Николай Васильевич Додохов, Иван Константинович Макаров, они организовывали небольшие соревнования по 15, по 20 выстрелов. Меня очень интересовало, и я пришел первый раз в 2003 году, проигрывал, занимал 40-е места и просто спорил много, как так. И увлекла это меня стрельба, и в 2004 году я купил первое ружье Беретта охотничье, потом Беретту спортивную 686, потом Кемен. В 2004 году первый разряд выполнил, в 2005 кандидата выполнил, и в 2006 году в Москве в Лисинарее мастера выполнил, и сразу же в том году подтвердил, и больше я мастера постоянно стреляю, стараюсь стрелять в соревнованиях. Как говорят, вот успех приходит долго и упорно. На 10-й год можно сказать, боги были в моей стране, в Петербурге стал чемпионом мира случайно, можно сказать. Потом в 2015 году Европу выиграл. После этого очень серьезно наше руководство заинтересовалось. И в ближайшие годы поставили тут прекрасный стенд, 3 стенда олимпийского. Круг трап, и ребята, молодые ребята, тут все время занимаются, просто отрадно смотреть, потому что наш стенд преобразовался, организовали ДЮСШ, ребята с малых лет стреляют, вокруг спортинг, 8 площадок, и просто душа радуется. В стрельбище мы в ШВСМ в Детях Азии соревнований построили совместно 3 площадки, и с утра до вечера тут молодежь занимается. Это просто душа радуется. И мы тоже стреляем. Я теперь тренировки начинаю с 2 серий траншеи навскидку. Очень сильно помогает, потому что траншея, и всем советую, траншею надо стрелять обязательно. И редко круг стреляю, а в основном полеты стреляю, настраивал. Полеты непростые. Как-то Дигвид говорил: вы русские, интересный народ, стреляете то, что попадаете, а то, что сложные полеты, вы не стреляете. И я как-то это мне вошло, и я стараюсь стрелять сложные полеты, которые с трудом берутся. И когда полеты сложные настроев, в чемпионатах они легко в бою, тяжело в учении. Чемпионату мира я занял 7-е место чемпионату России, потом потренировался там у Торвальда, и как-то он мне открыл глаза, психологию там переговорили, и спокойно я, ни о чем не думая, начал стрелять, и получилось у меня. Света. Начнем. Как на тебя рада, Аял! Ты вообще! Смотри! Молодец! Вот так, вот! Вот, просто, все! Champions, no time for losing.
выиграв чемпионат мира, я сам даже не понял. На следующий год у меня был спад, а потом потихоньку начал. И в 2015 году вошел в хорошую форму. С блеском выиграл Кубок России. Очень сложные полеты олимпийские были. И тут же поехал и мы в Италию. И в Италию готовился очень серьезно, и психологически, морально, технически. И по зрению работали. И получилось, потому что там много было конкуренции. И впервые вот я в своей жизни в Италии вот выиграл чемпионат Европы. Ну, 199 попало, ага. Но это хороший результат. Вот для нас в компакте 190 из 200 это средний результат. 193 хороший, 195 отличный результат. Вот в компакте мы сейчас еще можем составить небольшую конкуренцию, а вот в большом спортинге нам еще идти. Недавно был чемпионат России, где я впервые выиграл чемпионат России. До этого я много лет занимал вторые, третьи места. Потом до этого года, в 13, 14, 15 году я не участвовал в чемпионатах России. Потом поставил себе цель, и в этом году вот повезло. Недавно в Лисинаре выиграл чемпионат России, наконец-то. Перед чемпионатом России я в Петербурге тренировался с Вадиком Смирновым. Мы работали в основном в траншейных мишенях. Он маленько показал. Потом радовался, что я попадал. И, видимо, я вошел в форму и сказал, все нормально. И мы поехали в Москву уже подготовленные. В третий день мне сказали уже результаты моих соперников сразу перед стрельбой. Видимо, вот это дало мне, я собрался и в третий день выстрелил хорошо и попал. Теперь я и чемпион коммерческих соревнований больших, чемпион Кубков России, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира. Но теперь насилен работать на дуплетку и на большой спортинг. Компакт спортинг, конечно, это хороший вид спорта, но нам надо работать в плане по дуплетке и по спортингу. Я хочу потренироваться по большому спортингу и хочу больше знать, тем больше буду знать. Буду сейчас постараться участвовать в гран-при, в большом спортинге везде. Ну, дай Бог. Боги дадут мне возможность, я буду теперь ездить по большому спортингу и стрелять, потому что стрельба это бесконечный мир. Фоны разные, полеты разные, каждый стенд свои полеты, патроны разные, и все надо везде успевать. До ветеранов осталось 4 года, а 4 года вот надо успеть стрелять. Конкуренция сейчас везде, потому что спорт у нас непростой, дорогой. Везде все надо самому ездить, самому тренироваться, поэтому надо зарабатывать деньги кое-какие. И во всей России стреляют замечательные люди, нашедшие себя. Спортинг – это благородный вид спорта. В основном стреляют позитивные, хорошие люди. Надо вот с малого возраста надо заниматься вот в ДЮСШ. А вот спортингистов, конечно, если есть возможность, то потихоньку надо стрелять. Тут к нам приезжал тренер Гончаров Кирилл. Потом сейчас приехал Дима Ильенко. И тренера приезжают с России. У нас вот Кобяков Коля тренирует, да, Жора Новгородов. И надо тренироваться везде, всегда. Я лично сам без тренера тоже не могу. У меня сейчас тренирует Вадим Смирнов. Перед соревнованием мы хорошо работали траншею. И траншейные мишени очень сильно и тем дает, и стрельба. Поэтому хоть какой-то стрелок, хоть мастер спорта, международник, олимпийский чемпион, ты должен быть с тренером обязательно. Тренер нужен всегда, как друг, как собеседник. И благодаря вот тренерам я вот достиг. Наш вид спорта, конечно, не как футбол, не как борьба, но есть свои люди, которые признают наш вид спорта. Не так уж много народу стреляет. Человек 70, может 100 в нашем виде спорта, но коллектив хороший.
Стрельба объединяет, вместе ездим на соревнования, на зарубежные соревнования. И по жизни помогаем, дни рождения справляем. Зимой построили зимний стенд, и зимой тоже не простаиваем, по 50, по 100 мишеней стреляем. Главное, чтобы в зимнее время надо оттачивать технику. У нас очень холодно. Когда минус 40, мы не стреляем, но 38, 35 мы окошко открываем и спокойно стреляем. И соревнования каждую субботу у нас. И поэтому мы зимой сейчас не простаиваем, поэтому форму всегда держим. Хорошо, что мы зимой стреляем, и весной мы попадаем в первые в начале сезона уже с хорошей формой. Ну, молодежь стреляет, ребята хорошо стреляют, и по всей России тоже. Поэтому нам, старикам, все время надо тренироваться. Стрельба, говорят, приходит после 10 лет, после 15. Вот 13-14 лет только начинаешь понимать, результаты приходят большие. Поэтому надо стрелять. В ближайших планах съездить чемпионат мира по компакту. Если возьмут в сборной России, буду рад, буду биться. А так, ближайшие планы — это научиться познать еще азы техники по большому спортингу. Это быстрые далекие мишени, медленные далекие мишени, всякие там обманки. Вот сейчас хорошие настройщики полетов стараются обмануть стрелка. И поэтому, чтобы стрелять такие мишени, надо всюду ездить, смотреть, анализировать полеты. И, например, они каждую субботу стреляют очень сложные, хорошие полеты. И поэтому они, увидев мишень, сразу узнают, как стрелять. А, этот мишень, я знаю, как стрелять. А у нас опыта чуть поменьше, намного меньше. И мы заблуждаемся. В большом спортинге мы сильно отстаем в России. Но надо наверстывать, потому что молодых ребят много, энергичных. И все им впереди. Так что Россию ждет в ближайшем будущем развитие нашего спорта.